Жандоров Валерий Алексеевич, министр финансов Республики Саха-Якутия. Родился 31 марта 1961 года в Якутске. В 1984 году окончил Московский институт электронной техники по специальности автоматика и электроника. В 1995 году прошел профессиональную переподготовку в Академии труда и социальных отношений по специальности организация предпринимательской деятельности. В 2003 году в Российской академии государственной службы по программе «Финансово-кредитная и налоговая политика государства». Трудовую деятельность начал в 1984 году старшим лаборантом Института космофизических исследований и аэрономии. С 1992 года кардинально изменил сферу деятельности. В последующем вся трудовая биография Валерия Жандорова связана с финансами. Имеет огромный опыт работы в финансовой и инвестиционной сфере, заслуженный экономист Республики Саха-Якутия. На посту министра финансов Якутии трудится 8-й год. До этого в разные годы 8 лет проработал заместителем министра финансов, организовал работу казначейства. Увлечение – русский бильярд. Добрый вечер, дорогие телезрители и подписчики канала «Правительство Лайв». В эфире очередной выпуск одноименной программы, в котором руководители государственных органов власти в прямом эфире отвечают на самые открытые, злободневные и, может быть, наивные даже вопросы наших подписчиков, которые составляют нашу аудиторию. И сегодня у нас в гостях замечательный человек, один из ключевых министров правительства республики, министр финансов Валерий Алексеевич Жандоров. Здравствуйте. Добрый вечер. Пусть вас не смущает то, что у меня в руках телефон, я одновременно слежу за эфиром в Инстаграме. Наверное, я единственный ведущий, которому позволено включенный телефон держать. Мы посмотрели замечательную визитку, которую вот я лично снимал. Меня очень поразила вообще вот эта атмосфера, вот это, скажем так, неповторимое окружение, когда, вот есть же выражение «царь Кощей над златом чахнет». Угу. Я не говорю, что вы похожи на Кощея Бессмертного, но каково это быть рядом, это мой первый неформальный вопрос, вот каково это, Валерий Алексеевич, быть рядом с таким огромным количеством бриллиантов, алмазов, золота, платин, других драгоценностей? Вот я просто представляю, я вот подержал слиток, который 30 миллионов стоит, да? Мне чуть дурно не стало. Вам такого вообще не приходилось испытывать? Ну, на самом деле, это закономерный вопрос. Всегда спрашивают у финансистов. Я мог бы привести в пример и нашего министра финансов Российской Федерации Антона Германовича Силуанова. Дело в том, что мы как раз делали эти съемки в нашем государственном хранилище ценностей. Это аналог Гохрана России. На самом деле существует в России только два. Это Гохран России, где тоже саккумулированы ценности, так, и подчиняется Минфину России. И у нас такой же аналог. На самом деле сама работа предполагает ежедневное общение с ценностями, и поэтому такого чувства не возникает. Конечно, безусловно, смотреть на это ценности достаточно приятно, но в какой-то момент они являются уже рабочим материалом. Уже привычка, да, складывается какая-то? Ну, по сути, даже... Превращается в рутину. Да, такой вопрос сейчас задают, кстати говоря, кассирам банков в свое время. Ведь у них проходят очень большие средства, но для них это работа. Для них это работа. Хорошо. И второй вопрос от меня же, да, мой личный вопрос. Я посмотрел замечательный музей Министерства финансов, в котором ни для кого не секрет, что, может, где-то в глубинах души я очень-очень тоскую по Советскому Союзу. Да? И вот эта атмосфера предприятия, учреждения советских времен, ну, дает тоже такой очень позитивный, по крайней мере для меня, настрой. Да? Многие скажут, ну, что там было хорошего в советское время и так далее. Но речь идет о преемственности, по крайней мере. Да, безусловно. Я посмотрел там проект бюджета вот на 1954 год. Да. Это вот такой толщины талмуд, который приходилось вашим коллегам в те времена заполнять вручную. А скажите, вот сильно ли изменилась работа финансиста вот с 1954 года, которая как отметка, да, и сейчас? На самом деле вы правы, ведь финансовый орган, ну, допустим, Наркомат финансов был образован в 1922 году как одно из первых ведомств, так, соответственно. Безусловно, я считаю, всегда говорил, что любое общество, на каком бы уровне ни было, вы обратите внимание в истории, всегда возникает понятие казны и государства.
и государственных финансов. Я считаю, что государственные финансы, безусловно, наравне с обороноспособностью являются единственным основным признаком любого общества и государства для того, чтобы его строить. Потому что возникает необходимость сбора в виде налогов для поддержания государства и, соответственно, поддержания всех гарантий и прав граждан, которые образуют данное государство. И поэтому финансовый орган – это самый, наверное, стабильный и основной. Вот почему преемственность, как я считаю, какие эпохи бы ни сменялись, она остается всегда. В государстве всегда есть казна и всегда финансовый орган, который считает. По сути, работа, как вы правильно заметили, в 1954 году формирование бюджета и сейчас бюджета, да, по принципу своему, то есть это подсчет доходов, затем подсчет расходов, сведение, сбалансирование, устойчивость – это основные задачи. То есть бюджет должен быть сбалансирован и устойчивый для того, чтобы обеспечить поступательное развитие общества и гарантировать выплаты все предусмотренные конституционными гарантиями. Она, конечно, усложнилась с точки зрения, что у нас появилось достаточно много. Ведь до 1992 года, при переходе на рыночные отношения, вы помните, все учреждения и предприятия были государственные. Расходы шли в этом отношении. Налоги составляли подоходный налог достаточно, земельный налог, а налог на прибыль был, но он был регулируемый. Сейчас в рыночных отношениях контроль, прогноз налоговых доходов, он очень важен с точки зрения оценки всех предприятий, которые будут в рынке. А у нас основной это налог на прибыль и так далее. Кроме того, администрирование налогов изменилось. И если они, финоргане в то время и налогоинспекторы, а финансовые инспекторы, они были в одном финансовом органе, потому что система собственности была одна государственная, то сейчас, конечно, выделен отдельно налоговый орган для контроля и регулирования налоговых платежей. В целом, вот подход к тому, чтобы проверить доходы, рассчитать, потом провести по кодам, там же суть такая, что все расходы, они распределяются по направлениям, по расходам, и четко в строчке бюджета стоят, и они также должны исполниться. Вот эта система, которая была создана достаточно давно, она видоизменяется, она только расширяется. Конечно, нам сейчас автоматизация помогает. Такой объем сейчас информации, массивов, цифр и направлений невозможен без автоматизированного комплекса, который у нас сейчас, на самом деле, внедрен достаточно давно, уже лет 15 назад. Он модернизируется, бюджет КС, хранилище и так далее. Это существенно очень большой программный комплекс, в котором присутствуют все буквально распределители бюджетных средств, и все цифры вносятся именно туда. А вот с точки зрения преемственности, все-таки я считаю, что финансовый орган действительно один из самых устойчивых, и это очень важно. Те кадры, которые у нас составляют костяк и имеют стаж работы более 20 лет, этот костяк, это как раз такая преемственность и устойчивость, я считаю, и опыт, безусловно. Находясь в музее, я вспомнил Маяковского, разговор с фининспектором. Замечательно. Но это, скажем так, последнее лирическое отступление в сторону дифирамбов Советскому Союзу. Перейдем к вопросам наших подписчиков. Да? Людей все-таки волнует. Вот, не секрет, что для тех, кто является инструментом так называемой оптимизации, имидж не очень хороший. Вот сидят нехорошие какие-то дяди и вычеркивают там какие-то штатные единицы и так далее. Не будем углубляться, но вот вопрос звучит таким образом. Вот говорят об экономии государственных денег, да? А конкретно в чем проявляются вот эти действия, вот каким образом экономятся государственные деньги? Ну, на самом деле, экономия средств, ну, понимаете, у нас расходы, например, на этот год составляют, ну, сейчас 211 миллиардов рублей. Так? Доходы 203, вот, ну, в первом уточнении, так, закона. На самом деле, если посмотреть с точки зрения доходов, 203 миллиарда, нужно задуматься всегда, когда мы говорим и в школах, и в техникумах, в рамках программы повышения финансовой грамотности и бюджетной грамотности. Вы абсолютно правильно говорите, что нужно это всегда рассказывать. И мы сейчас тоже привлекаем общественность к рассмотрению проектов. Я всегда задаю вопрос, вы знаете, какой бюджет у города, например, в котором живете, так? У района, у республики, для того, чтобы соотнести по доходам. Ведь суть состоит, что расходы у нас могут произвести в рамках тех полученных доходов. Правильно? А расходы у нас, они все понятные. Это гарантия образования, здравоохранения, социального обслуживания, физическая культура, культура и спорт.
И затем у нас на вот социальную сферу это у нас выходит порядка 55% расходов бюджета. Но у нас еще есть расходы на поддержку отраслей экономики, которые у нас значительные. В одной сфере ЖКХ мы тратим на субсидирование разницы межтарифной, разницы между экономически обоснованной, которые у жилищных предприятий, жилищно-коммунальных хозяйств есть, и тех льготных тарифов населения, которые на данный момент уже составляют порядка только 30% мы окупаем, да, свои расходы, а всю остальную разницу выплачивает бюджет. Вот эти виды расходов необходимо вести, чтобы они были рациональными, оптимальными, но с достижением того результата. Если вот вы вспомнили Маяковского, то можем вспомнить и основателей советского государства, когда говорят, лучше, ну, пусть меньше, да, лучше. Да? Вот. То есть рациональность и эффективность расходов – это задача всегда была. В том же Советском Союзе это тоже так же и решалось. То есть нужно всегда смотреть, насколько не расширяют ли штаты, да, сотрудников. У нас трудоспособное население около 450 тысяч населения в республике. Из них порядка 128 тысяч заняты в бюджетной сфере. То есть производительные силы, которые производят нам валовый региональный продукт, с которых мы получаем доходы, налоги, составляют меньшую часть. В некоторых субъектах Российской Федерации соотношение все-таки чуть больше в сферу материальных отраслей экономики, которые вырабатывают валовый региональный продукт. Безусловно, работники бюджетной сферы, они предоставляют услуги, и поэтому называется как бюджетный сектор экономики. Да? Вот. Но все время смотреть об эффективности, ведь мир меняется. Мир меняется, идет цифровизация, больше доступа в информационном поле. Есть способы предоставления услуг уже дистанционные. У нас достаточно хорошо, кстати, развито вот информационное обслуживание в нашей медицине. Это дистанционные консультации и так далее. Но и в других отраслях это можно применять. Так? С точки зрения экономия бюджетных средств, это на многих направлениях нам может достигаться путем более применимых рациональных и эффективных способов. Иногда же у нас затраты связаны с транспортными расходами. Но иногда, вот мы сейчас, кстати, больше говорим, проводим совещания в режиме видеоконференц-связи. Как существенная экономия, прежде чем когда раньше были совещания, если удаленно нужно было, нужно лететь, ехать и так далее. То есть в различных направлениях всегда можно найти предмет экономии. Угу. То есть у вас совесть, скажем так, чиста, да? То есть вы не ощущаете себя причастным там, к ломке чьих-то судеб там, и так далее, и так далее? Нет, я думаю, что представление того, что идет ломка судеб, это все-таки немножко другое представление. Да? Когда мы говорим об услугах предоставления, то у нас цель наличия учреждения, я всегда говорю, на самом деле это не цель предоставления услуг. Например, в образовании. Цель же школы и садика состоит не в содержании этого учреждения, так ведь? И выплаты заработных работников, да? Иногда надо вспомнить цель. Нужно подавать качественное образование различными способами, и нужно посмотреть, а сколько для этого нужно персонала, в том числе управленческого. Так? Вот в этом смысле нужно смотреть просто оптимальное соотношение. При этом никто не говорит, что рынок труда и, допустим, государство решает проблемы занятости. Для этого есть отдельное направление и функция. Это департамент занятости, ну, в данном случае. У них разработана сейчас программа обучения, переквалификации и так далее. Ведь никто не говорит, что нужно сразу что-то менять. В этом смысле никто не остается без тех предложений, которые могут быть предложены. Ведь у нас рынок труда не замыкается только лишь в бюджетной сфере. Абсолютно согласен. Спрашивают наши подписчики, зачитываю, вы ходите на охоту? Да, к сожалению, я не охотник. Вот. Ну, тут же могу ответить, что вот рыбалкой, спиннингом, это да, увлекаюсь. Yes, скажем так. Давайте перейдем к такому неформальному блоку, да, которым нужно отвечать очень быстро, потом перейдем опять же к серьезным вещам. Каким был в начальных классах маленький Валера Жандуров? В начальных классах, а я учился в средней школе номер 2,
города Якутска, так же, как мои трое братьев и младшая сестра. Мы все закончили вторую школу. Я очень благодарен коллективу, педагогическому коллективу второй школы. В начальных классах учился на 4-5, был председателем совета пионерской дружины. А в школу заканчивал уже физические классы, а в общественной деятельности был заместителем комсомольской организации школы. Первую профессию, я напомню, что по первой профессии Валерий Алексеевич является инженером автоматизации, да? Инженер-физик. Инженер-физик, да. В Институте космофизики проработал определенное время. Первую профессию выбирали сами или посоветовали родители? На самом деле, вот два класса, последних, 9 и 10, Мария Серафимовна Слепцова, преподавали физики, вторая школа организовала физический класс, и мы, вот, обучаясь два класса последних физики, это предопределило наш выбор. И мы втроем, одноклассники, поехали поступать сперва в Московский инженерно-физический институт, потом Московский институт электронной техники. То есть у нас был, собственно, осознанный выбор, тогда это было увлекательно, вот заняться физикой. И мы поступили вот в Московский вуз. Первая, кстати, трудовая запись у меня в Московском институте электронной техники, это на 4 курсе, на полставки лаборантом на кафедре физики полпроводников. Угу. На 5 тоже полставки полгода и на 6 курсе. Как и многие студенты, выпускники тех лет, да? Да, ну вот нас пригласили несколько студентов по хоздоговору на кафедру института. Угу. Как вы считаете, что лучше всего снимает стресс от напряженных трудовых будней? Ну, многие, наверное, скажут, что действительно спорт, физические упражнения, да, я считаю, что на самом деле человеку нужно выговориться. Вот физические упражнения или спорт, или груша – это тоже элемент выхода вот этой энергии. Да? На самом деле нужно переключиться. Я считаю, что это выговориться нужно, то есть это либо хорошее общение, а потом я считаю, что со стрессом нужно это постараться хороший сон. Хороший сон? Да. Он, кстати, Надо переспать. Нельзя, есть поговорка «утро вечер мудренее». Он, кстати, восстанавливает ДНК, по последним сведениям ученых. Это обязательное условие. И выговориться. И выговориться. Вот прямо как мы сейчас здесь. Стресс снимаем, понимаете? Вас часто сравнивают с Левитаном? С Левитаном? С диктором. С диктором. Ну, часто сравнивают. Вот. Ну, часто сравнивают, да, о том, что голос. Но тут я хотел бы пояснить и тоже признателен вот юности, о которой вы говорили. Да? Во Дворце пионеров того периода был драматический кружок, возглавляла его Альбина Львовна Габышева, вот, ну, известной семьи Габышев. И 2 года я ходил на драматический кружок, и считаю, это очень помогло. Я всегда советую молодым людям заниматься каким-то видом вот, спортом. Это понятно, это хорошо. Но вот элементами искусства обязательно нужно, это помогает. То есть постановка голоса, дикция, это, я считаю, оттуда. У вас недавно родился первый внук. Каково это быть дедушкой? Это на самом деле прекрасно. На самом деле мы ожидали давно. Внука ему недавно исполнился 1 год. И, конечно, это источник радости, любви, заботы. Хорошо, давайте перейдем все-таки к тем непосредственным вещам, которыми вы занимаетесь. Я всегда сравнивал, вернее, называю юристов и финансистов людьми немножко инопланетного происхождения, да, потому что они говорят на своем языке. Но учитывая то, что город у нас административный больше и финансистов очень много, наверное, они хорошо вас понимают. Но для меня, к примеру, программа инициативного бюджетирования в Якутии. Вот в Барселоне недавно было отмечено. Вот вкратце об этом. Я считаю, что это очень важное направление, и когда Всемирный банк предложил реализовать эту практику в Республике Саха-Якутия в 2017 году на основе подписанного соглашения с Минфином России, конечно, нам эта идея очень понравилась. На тот период всего лишь 4 субъектов шло. Кстати говоря, сейчас уже 45 субъектов включились в эту программу поддержки местных инициатив. Суть ее заключается в том, что даже элементы общественные, благоустройства в населенных пунктах должны выбирать граждане путем своего решения. Что они хотят? Отремонтировать дорогу, водопровод, или отремонтировать клуб, или что-то. То есть перевернуть задачу, которую мы решали до этого с помощью органов местного управления, выделяли на благоустройство, перевернуть ее, чтобы граждане были вовлечены в это. Это является самым важным, почему инициативное бюджетирование.
Да, мы опрашиваем население, но там три элемента таких ключевых, принципиальных. То есть выделяется субсидия 1 миллион населенному пункту, да, и говорим, хорошо, это конкурсный отбор. У нас около 444 муниципальных образований, все имеют право подать заявку, для всех приготовлены средства. Основное там ключевое, не менее 3% от этого миллиона должен быть вклад населения. Для чего это сделано? Не для того, чтобы собрать деньги, а для того, чтобы повысить мотивацию населения. И это действительно первый год сразу дал этот отклик. Население очень активно откликнулось. Ведь почему в Барселоне отметили среди 60 стран, ведь эти собрания и так далее, целая методология проведения собраний, подготовка проектов, обсуждение проектов. Затем мы запустили программу автоматизированную, в которой они могут самостоятельно вносить, что это открытая и прозрачная система бального конкурса. Так? По различным критериям. Людям объясняли, как это делать и так далее. И когда они поняли, что за ними первое решение и основное, и за ними же будет общественный контроль, потому что они внесли свои 100 или 200 или 300 рублей, это уже сопричастность как к своему объекту. Это говорит о том, что это не для них делают, они сами для себя делают и полностью контролируют весь процесс, начало процесса и завершения строительства или реконструкции объекта. Это повышает роль как раз вовлечения граждан в принятие решений, в том числе и по бюджетам, даже в местном бюджете в первую очередь. Я считаю это очень важным. И вот 2018 год закончился заявками уже на 700 миллионов, там 690, а из бюджета 500. То есть 200 миллионов – это 130 миллионов органов местного управления, а граждане уже до 10% вносят свои средства. Плюс спонсоры, то есть и материальным трудом, и денежным. Я хочу напомнить нашей выпускающей бригаде, что эфир у нас заканчивается в 18:45. И время еще задать вопросы Валерию Алексеевичу есть. И следующий вопрос, который вот, только что прозвучал про инициативное бюджетирование. Следующий вопрос. Коллеги наши, мои, пишут про рекордный спрос на облигации госзайма Якутии. Вот давайте немножко об этом. Да, ну мы действительно уже 24 года, с 1997 года выпускаем облигации на бирже, являемся достаточно известным заемщиком на рынке так называемых субфедеральных облигаций, то есть облигаций субъектов. И вот 22-го у нас на бирже после кропотливой и продолжительной работы команды Министерства финансов Республики мы произвели размещение на 7 миллиардов. Спрос превысил 8 миллиардов, составил 56 миллиардов. Настолько были они привлекательны, наши государственные бумаги. Это обусловлено и тем, что бюджет у нас достаточно устойчивый и по итогам 2018 года, и 2019 год. Ориентир идет на оценку рейтинговых агентств. Надо сказать, что рейтинговое агентство Fitch и IPCA, международное рейтинговое агентство, по нему мы имеем рейтинг там, 3B-. Чтобы понять, что такое рейтинг, такой 3B-, он равен рейтингу Российской Федерации. Таких субъектов около 11-12 с таким. Он отражает инвестиционную привлекательность региона. Вот почему спрос на наши долговые бумаги, пусть даже они 7-летнего срока погашения, они достаточно высокий спрос. Следующий вопрос от меня тоже. Да? Ну, как человек, который в последнее время часто имеет вопрос с какими-то банковскими услугами и так далее, мне складывается ощущение, что вообще финансовая грамотность населения это отдано на откуп самому населению. То есть спасение утопающих – дело рук утопающих. Да? Поэтому мое такое субъективное мнение, что очень часто жертвами мошенников становятся пожилые люди, люди, которые с недостаточно, скажем, высоким уровнем финансовой грамотности. Вот все-таки ваше мнение, граждане республики, население республики, вот как должно повышать финансовую грамотность? Абсолютно важный вопрос, и мы уже, надо сказать, третий год, если не четвертый год, уже проводим программу повышения финансовой грамотности. И в 2017 году это стала уже национальная программа Минфина России. У нас есть соглашение с нашим Национальным банком Республики Саха-Якутия. И мы проводим в течение года это ярмарку финансовых услуг и социальных услуг в апреле месяце, как правило, вот в Кружало в этом году было, где мы приглашаем все наши банковские финансовые структуры,
инфраструктуры, приглашаем граждан. К нам приезжают специалисты из Дальневосточного управления Центрального банка, которые специализируются в области повышения финансовой грамотности. На самом деле у нас группа мероприятий этот есть. Может, мы как-то рекламируем, но мы стараемся проводить лекции в школах, в вузах. На самом деле, действительно, вы правы, и именно вот в школах и в вузах, техникумах мы стараемся поднять эту грамотность. Да, возможно, нужно и в СМИ больше материалов давать, но эта программа у нас есть, и осенью мы проводим недели финансовой грамотности как раз вот в школах и вузах. Надо сказать, что с прошлого года начали проводить национальные рейтинги финансовой грамотности субъектов Российской Федерации по там, основным 5 критериям. У нас достаточно высокие критерии навыков, между прочим, вот вы говорите, банковскими услугами пользуетесь, безналичными, да, карточными. У нас по сравнению с другими регионами это охват, около 1000, они в каждом регионе опрашивают, у нас 50%. В среднероссийском регионе 25%. То есть у нас навыки высокие. Но первый показатель, как вы правильно говорите, финансовой грамотности, знаний, он оказался чуть ниже почему-то, да? С точки зрения, действительно, а вот третий блок, насколько вы правильно можете распознать признаки финансовой пирамиды, у нас высокие показатели, между прочим. Мы можем их распознать. Гипервысокие. Нет, мы можем распознать. Но при этом, как дальневосточный, вы правильно говорите, концентрация финансовой пирамиды в республике достаточно большая, чем в отношении других субъектов. Но это же можно экономически объяснить. У нас же, как вы правильно заметили, все равно, как бы не относились к среднему статистическому показателю, она выше, чем в других регионах. И поэтому доходы здесь у граждан выше. И поэтому они идут сюда. Наша задача постоянно объяснять о том, что вы должны сперва убедиться в банке, убедиться на сайтах, и прежде чем принимать финансовые решения. И эту работу мы будем продолжать, и если необходимо, расширим. Вы правы, если необходимо расширить там усилия, а это и затраты, значит, мы тогда совместно это должны сделать. Доверяй, но проверяй, да? Нет, я в реализацию программы, которую сейчас Минфин Республики проводит по повышению финансовой грамотности. Недавно еще 8 улусов нашей республики были включены в список арктических. Да. Это большое достижение республики, которая ставилась свыше 15 лет, да, насколько я помню. Да? И вот живой вопрос тоже от нашего подписчика. Какие программы, вот как главный финансист республики, какие программы в поддержку общин коренных малочисленных народов Севера существуют? На данный момент разрабатывается программа развития Арктики. Конечно, она будет коррелироваться с федеральной программой стратегии, да, развития арктической зоны Российской Федерации. Но у нас поддержка проводится, она и существует, эта программа. До этого она была в том числе и в программе устойчивого развития сельских территорий, там, где у нас есть отдельный подраздел развития традиционных отраслей, в том числе у нас идет и поддержка традиционных отраслей, допустим, вот оленеводство. 3 года назад мы существенно подняли поддержку как раз с точки зрения того, что мы называем обеспечить нормальные условия оплаты труда при работе. С общинами коренных малочисленных народов Севера, безусловно, всегда у нас работает и отдельный комитет Государственного собрания ЛТМН, ставит эти вопросы. Мы, я думаю, вот в этой программе как раз и будем уделять. Но мы сейчас делаем большое значение, упор на новое наше министерство и развитие вот этой арктической программы, в которой будут сконцентрированы все направления, которые в различных наших 23 программах, безусловно, есть. У нас минутка остается буквально. И последний вопрос, вот, который прозвучит в эфире, а те вопросы, которые не нашли ответов во время нашего эфира, гарантируем, что получите на аккаунте Лифи Якутия после уже нашего эфира. Последний вопрос. Что для вас спорт? Вот очень кратко. И какой спорт? В юности я занимался настольным теннисом, кстати, в школе. Так занимал, даже там чемпионом школы был. Сейчас спорт в виде бильярда, да, который концентрирует и в то же время ходьба. На самом деле, конечно, спорт он обеспечивает поддержку состояния тонуса здоровья человека. То есть даже ходьба или приседания, или утренняя гимнастика, они помогают поддерживать состояние бодрости и активности.
На самом деле Валерий Алексеевич скромно промолчал, что в бытность президентом Федерации бильярда, спортивного бильярда, в Якутске прошел мировой турнир, мировой чемпионат мира по русскому бильярду. Да. Это, я думаю, один из показателей того, как работает спортивная федерация. Я думаю, что это большой жирный плюс в вашу личную копилку. Я еще раз напоминаю, у нас сегодня на эфире был министр финансов нашей республики, человек, который поднял работу республиканского казначейства, тоже забыли упомянуть, да? Валерий Алексеевич Жандоров, человек, которого часто путают со знаменитым диктором Левитаном в силу своего волшебного голоса. Ровно через неделю в другом выпуске «Правительство Лайф» увидимся.